Моя основная цель – находить памятники культуры крымских татар, фиксировать их, формировать заявления с исторической справкой и подавать в Министерство культуры Республики Крым. Я с детства мечтала о путешествиях, и уже когда я стала более взрослой, я смогла путешествовать по Крыму. Потом постепенно я познакомилась с ребятами, интересующимися, и их влечение, их интерес к истории родного края передался мне уже вот в том виде, в котором он есть сегодня. Если раньше я просто фотографировала и наслаждалась видами, сейчас я уже фиксирую, записываю информацию и пытаюсь как-то это применить в жизни. В рамках своей работы в Крымском научном центре Института истории Маржани я на данный момент подала уже 7 заявлений в Министерство культуры Республики Крым. 5 из них было рассмотрено. 4 из 5 были одобрены для включения в перечень выявленных объектов культурного наследия. И одно заявление будет дополнительно рассматриваться, поскольку это школа рукоделия, общество пособия бедным татарам Южного берега Крыма. И если раньше это было школой рукоделия, сегодня это частная школа, и министерство должно переговорить с собственниками этого заведения. Какие объекты помимо этой школы рукоделия я подала? Это Дере-Чешме в Дерекое, дом Парпетовых в Дерекое в местности Папа-Сава. Это была известная купеческая земля. Был такой Сейдамет Парпетов, крупный землевладелец, купец, если я не ошибаюсь, второй гильдии. Там находится Ялтинский медицинский колледж. Затем есть такой дом Назифе Умеровой, тоже находится в Дерекое. В фильме 1960 года «Дама с собачкой» напротив этого дома есть кадр. В самом Дерекое, в нынешней Ялте, проживает Ростислав Игоревич Ширяев. Это внук известного врача Николая Алексеевича Ширяева. Они проживают в доме, который купили в 20-е годы у Назифе Умеровой. И у них в семейном архиве сохранился вексель, по которому они приобретали этот дом. Я подала Кучукламбат Джамисы. Ныне это село Кипарисное. Там сохранилось здание мечети. По назначению оно не функционирует, там проживает несколько семей. Вот на сегодняшний день те заявления, которые я подала, 4 из них, они обладают промежуточным статусом «Выявленный объект культурного наследия». Через год будет проведена экспертиза, и уже будет принято решение о включении в реестр объектов культурного наследия или о невключении памятников в данный реестр. Ну, понятно, чем обусловлен мой интерес. У меня корни из Дерекоя, поэтому я решила брать объекты для начала оттуда. Не так давно я подала 2 заявления дополнительных в министерство. Это 2 фонтана. Один фонтан – это Шахсне, находящийся в Мисхоре. И второй фонтан – это Аджи Чунтар Чешмесы. Это фонтан, который находится в Хуриизе. Потенциальных объектов культурного наследия очень много. Моя сфера интересов – это южный берег Крыма. Но было бы здорово, если бы в рамках других регионов Крыма были такие же люди, которые будут брать свои исследования и подавать в рамках заявления в Министерство культуры. Объектов очень много, и один человек здесь не справится. Мы говорим про Симферополь, Симферопольский район, Харасу-Базар, Харасу-Базарский район, Судакский район и многие другие районы Крыма, где сохранилось немало объектов. Они ждут своих исследователей, которые будут также подавать заявления.